Друзья, всем здравствуйте! Карта дня на 30 января 2021 год. Это суббота. Общая карта дня десятка пиковая. День сегодня переменчивый, день, когда мы что-то начинаем делать по-новому, не так, как привыкли. Может быть, встречаем людей, не похожих на вот свое близкое окружение, да, и нам интересно с ними общаться, мы что-то у них перенимаем. Может быть, мы в каких-то привычках своих начинаем сегодня меняться, в питании, может быть, как-то по особому режиму какому-то живем, может быть, наоборот, вместо какой-то бурной деятельности мы делаем себе прям специально отдых по расписанию, да. В общем, карта, которая говорит о переменах в образе жизни, о переменах вокруг нас. Причем здесь может быть и путешествие, здесь может быть какое-то новое дело, новое обучение, это может быть даже переезд в другую квартиру, в другой город и даже в другую страну. То есть это карта таких вот масштабных перемен. Очень часто бывает так, что карта проигрывается не в событиях, она проигрывается во внутренних переменах, да, когда что-то происходит вокруг нас, и мы начинаем по-другому себя чувствовать. Мы как-то становимся более значимыми в своих глазах, начинаем себя больше любить, уважать, как будто бы выше ростом становимся, распрямляемся, да, вот очень хороший день для того, чтобы повышать свою самооценку, но она не просто какая-то дутая самооценка, да, она за счет наших каких-то дел, наших достижений. Вот эта жизнь подтверждает наши какие-то там таланты, способности, опыт какой-то нам дает новый, да. То есть карта, которая говорит о том, что мы сегодня и перед другими людьми, и перед собой предстаем в новом каком-то свете. Очень приятная карта. Так, что еще? Может быть, и расставание по этой карте с тем, что уже не нужно, да, это места, люди, работа и так далее. То есть тут уже перемены, они всегда ну, как бы предполагают, что мы одно оставляем, другое новое встречаем. Давайте посмотрим, что ждет овнов. У вас, дорогие овны, еще одна десятка выпадает, десятка бубновая. У вас, скорее всего, перемены будут связаны с обучением или с финансами, потому что здесь вот действительно может быть получена какая-то сумма или может открыться возможность зарабатывать определенным образом, да, как-то по-новому. Это карта, когда открывается какая-то тайна или решается какой-то сложный вопрос, сдается экзамен, когда мы получаем какое-то разрешение, бумагу какую-то. В общем, карта, когда какая-то новость к нам приходит долгожданная, как сюрприз, как какая-то радость, да. Так, в общем, это событие, которое нам поднимает настроение. А также эта карта связана с обучением, да, это замечательный, допустим, преподаватель встречается на пути и помогает нам свою жизнь изменить, помогает обрести какой-то новый опыт. Также здесь может быть и просто коммуникаций большое количество, но они все по делу. Это информация, которая нам пригодится в дальнейшем. Также могут быть и ограничения. Ограничения в том плане, что нужно на чем-то сконцентрироваться одном. Если распыляться, да, то не получается сделать то, что нужно. А вот если сконцентрироваться, то день очень результативный может быть. Две десятки, то есть по максимуму можно решить вопросы. Давайте посмотрим, что ждет тельцов. У вас, уважаемые тельцы, Джокер выпадает. Это выигрыш, это поездка. Вообще вот эти две карты, они вместе поездку означают. Отпуск, путешествие, какое-то приятное времяпровождение, праздник. Может быть, сегодня и какая-то большая перемена в жизни неожиданная. Да? Это, кстати, какие-то неожиданные ситуации, связанные с транспортом, любым транспортом. Автомобиль, самолет, поезд или еще что-то такое. Может быть, допустим, по погоде отменяются рейс или еще что-то такое происходит. Да? То есть какие-то неожиданности и приятные, и неприятные могут быть.
Также карта может говорить о том, что сегодня у детей какая-то перемена. Если у вас есть дети, уважаемые тельцы, то вот в жизни детей может быть что-то важное. Либо в вашей семье появляется новый человек, или ребенок рождается в вашей семье, и вся ваша жизнь меняется, весь уклад меняется, и привычки, и все прочее. А также карта предупреждает о том, чтобы мы сегодня не делали каких-то необдуманных шагов, потому что можно реально свою жизнь вот в ненужное русло направить, да, то есть и потом это невозможно будет изменить. Все-таки здесь десятка. Следующая у нас карта для близнецов. У вас, уважаемые близнецы, тоже десятка, но только трефовая. У вас будет много-много хлопот. Может быть, действительно кто-то собирается в поездку, собирает вещи, да, старается закончить какие-то важные дела, запомнить бумаги, купить билеты и так далее, и так далее. Очень много дел, организационные какие-то вопросы можете решать. Либо это уже дорога и много-много впечатлений по пути. А также может быть какая-то усталость сегодня, раздражение, может быть вот сложно общаться, когда вот, допустим, большое количество людей в окружении или какое-то трудное общение, когда не можем договориться, да, вот мы от этого устаем, можем раздражаться. А также может быть какая-то сложная ситуация, так как эта карта у нас связана с транспортом очень часто, то могут быть какие-то мелкие поломки, как-то позаботьтесь об этом, да, чтобы все было у вас в какой-то доступности. Если, допустим, вы собираетесь в какую-то дальнюю поездку, проверьте обязательно транспортное средство, если вы вот на своем транспорте едете, и позаботьтесь о том, чтобы вот все нужное, все необходимое у вас было. Вплоть до того, чтобы даже с собой была какая-то еда дополнительная, допустим. Ну, вот такой день по десяткам может быть довольно-таки напряженный. А, Может быть, знаете, много мелочей, много впечатлений и такая полнота от того, что мы видим, да, радость какая-то, большое количество эмоций. А может быть, эти эмоции в отрицательную сторону повернутся, у кого как, да, кто как подготовится к этой ситуации. Давайте посмотрим, что ждет раков. У вас, уважаемые раки, выпадает король бубновый. Очень хорошее время для того, чтобы что-то менять в плане материальном, да, то есть поменять одежду, стиль, поменять, может быть, гардероб, да, довольно-таки здесь масштабные могут быть покупки, масштабные изменения. Мы можем поменяться внешне как-то, можем поменять там прическу, еще как-то, да, что-то сделать такое, что станем на себя не похожи. А вообще, вот по этой карте очень важно хорошо выглядеть, потому что вот какие-то новые события происходят, новые люди вокруг нас, и очень важно, как они нас воспринимают. То есть внешний вид, наше имя, это очень важно. Кстати, по этим картам очень часто идет перемена имени. Ну, допустим, как брак, да, у девушки, она меняет фамилию. Или еще какого-то рода здесь ситуации с именем, с фамилией. Может быть, просто получение паспорта, да, получение каких-то бумаг, удостоверений и так далее. Хорошее время для того, чтобы покупать где-то, допустим, недвижимость и переезжать одновременно, да, то есть не в этом же самом городе, допустим, а в другом тоже очень хорошо подходит. Тем более суббота, да, такой удачный день для этого. Также здесь еще может быть какие-то продажи очень выгодные, может быть сегодня придется идти на какой-то риск, да, потому что предлагают, допустим, нам какой-то интересный вариант, мы не знаем, получится, не получится, не знаем, что нас в будущем ждет, и тем не менее на это соглашаемся, да, то есть мы рискуем, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это очень удачная карта, она действительно дает какие-то улучшения, победы, выход из кризисов. В общем, очень хорошая карта для денег, коммерции, для предпринимателей, продажи, какие-то, может быть, даже как бы на далекие расстояния здесь и поездки. Все это очень удачно будет. В общем, вас становится как бы больше в этом мире, скажем так. Ваше имя становится более известным. Кто-то узнает вас, может быть, через видео, через фотографии, да, то есть очень
как-то здесь вы засветитесь, уважаемые раки. Так, следующая карта для львов. У вас девятка пиковая выпадает. Две карты с пиками, 9 и 10 у вас, уважаемые львы, говорят о том, что будет какое-то мероприятие, скорее всего, связанное с интеллектуальной какой-то деятельностью, когда вам будет предложено что-то новое. Допустим, будет предложен какой-то проект, и вы увеличиваете свои финансы. Или, допустим, вам предложен какой-то проект, и вы там играете какую-то главную роль, да, может быть, повышение в карьере или еще что-то такое очень важное. Как-то увеличивается ваша стабильность. Вы, знаете, перестаете беспокоиться о своем будущем, потому что что-то очень такое хорошее и выгодное приходит в вашу жизнь. Кроме того, это карта, знаете, надежных условий. Допустим, вам предлагают новую работу и надежные условия, стабильную оплату, может быть, какие-то командировки, там, проживание за счет организации и так далее, и так далее. То есть здесь у вас все очень даже хорошо. А сегодня хороший день для того, чтобы цели какие-то определять, они обязательно в будущем исполнятся. Еще, знаете, может быть, придется сегодня на чем-то настаивать. Допустим, вы хотите что-то в своей жизни поменять, а ваше окружение вас сдерживает, да, и вам придется отстаивать свою позицию, смело, храбро бросаться вперед к лучшей жизни. Так, следующая карта у нас для Девы. Девятка червовая выпадает у вас, уважаемые Девы. Сегодня день довольно-таки удачный. Здесь, скорее всего, будет событие, которое вас удивит. Вообще у нас девятки это карты всегда, когда мы, знаете, на пределе или когда мы в каком-то шоковом состоянии находимся. То есть эти у нас карты, они больше связаны с эмоциями, да, с какими-то сердечными делами. Может быть, удивит нас какой-то человек, партнер наш, муж, жена. Может быть, удивит человек, с которым мы только познакомимся. Да? Вот девятка червовая, она у нас такая интересная карта, которая предупреждает нас о том, что что-то может произойти новое, необычное. Причем как-то очень быстро тут перемены. Вот если вот эта карта просто перемен, то это карта очень быстрых, резких перемен, скорых новостей. Вот внезапно люди врываются в нашу жизнь, события внезапно меняются, вот прям все переворачивается как будто бы, да, очень быстро все. И вот эта карта как раз говорит о том, что вы в новом каком-то окружении находитесь, у вас много-много новых знакомств, которые вам будут очень полезны. И среди них, возможно, есть ваш любимый человек. Либо вы вместе с любимым человеком в новое вступаете, либо, если вы пока без пары, вы можете познакомиться сегодня с каким-то человеком, с которым вам будет очень-очень хорошо. В общем, карта таких как бы либо коллективных каких-то дел, либо коллективных поездок, либо каких-то праздников, собраний, чего-то такого, да, когда много людей, и у нас есть много возможностей благодаря этому. А следующая карта для весов. У вас, уважаемые весы, туз пиковый. Вам нужно сегодня расслабиться и принимать от жизни все, что она дает. Вот именно принимать сегодня нужно, а не давать подарки, внимание, расслабиться, полежать, выспаться, отдохнуть, быть красивыми, наслаждаться какими-то творческими, может быть, поездками, походами и так далее. Да? То есть это вот день красоты, комфорта, любви, выражения чувств, приобретения каких-то красивых вещей. Можно сходить в салон красоты или к массажисту или еще что-то такое, да, вот как-то расслабиться, просто погулять. В общем, день такой очень эмоциональный и настраивает на то, чтобы впитывать, да, на то, чтобы брать. По этой карте очень часто приходят подарки, тем более, смотрите, здесь может быть кто-то приезжает и привозит вам какой-то подарок, удивляет вас. Или, допустим, вы сами куда-то едете и вот получаете огромное количество впечатлений, очень счастливы и так далее. Также по этой карте может быть знакомство с новым человеком, который вот позволит вам почувствовать себя
вот каким-то обновленным, поможет вам как-то что-то новое начать, с новыми людьми вас познакомит. Ну вот, в принципе, очень такой день счастливый, эмоционально насыщенный. Единственное, что может быть рядом окажутся люди, которые могут завидовать, допустим, да. Вот человек не хочет ничего предпринимать, он не хочет вкладываться, не хочет усилия тратить, но хочет, чтобы у него все было, допустим, да. Вот здесь, конечно, хорошо соблюдать баланс. Какое-то время мы потрудились, да, и потом отдыхаем. Вот тогда эта карта хорошо проявляется. Но когда мы просто пытаемся жить за счет других людей, вот здесь может как-то не очень хорошо жизнь развернуться в этом плане. Поэтому все-таки вот эту золотую середину нужно соблюдать и принимать только заслуженное, да, то есть не нужно стараться брать больше, чем мы отдали до того. Давайте посмотрим, что ждет скорпионов. У вас, уважаемые скорпионы, король червовый. У вас, скорее всего, или поездка к родителям, или поездка на родину, или, может быть, это новый дом, да, вы смотрите, или новый дом приобретаете, или переезжаете. Может быть, это начало какого-то совместного семейного бизнеса, предприятия, дела. В общем, когда мы всей семьей что-то дружно начинаем делать, и вот в новом направлении у нас все движется, да, то есть, может быть, мы всей семьей меняем режим дня, может быть, мы всей семьей начинаем, допустим, ну, осваивать какой-то новый способ заработка или еще что-то такое, да, вот именно общее такое семейное. Кроме того, может быть сегодня от старшего члена семьи какое-то сообщение, да, очень важное, или какой-то подарок очень важный. В общем, то, что позволит вам решить какой-то вопрос. Если кто-то из родителей болел или кто-то из членов семьи болел, вот как раз здесь разворачивается ситуация на выздоровление. Ну, очень сильная карта, когда, знаете, много возможностей для того, чтобы любой вопрос решить, много сил, много, знаете, потенциальной такой энергии, да, вот на что угодно можно направить и любой вопрос решить. Следующая карта для стрельцов. У вас, уважаемые стрельцы, семерка червовая. У вас реально, стрельцы, сегодня какой-то день просто возносит вас на небеса. Это может быть и в чувствах, это может быть в работе, в делах, в деньгах. Также здесь может быть помощников у вас много, и друзья, и семья, и родители, и, в общем, знаете, такое ощущение, что вообще все вам помогает. Карта очень хорошая, она еще и кармическая, да, это какие-то события по судьбе, которые вот полностью вам все меняют. Может, кстати, вот переезжать кто-то в новый дом будет или задумает, да, какие-то планы будут строить люди, стрельцы, как раз по поводу переезда. Может быть, планы по поводу смены работы или еще что-то такое, да, будете не просто обсуждать, но уже что-то делать, какие-то первые шаги, кто-то вам уже здесь будет помогать. Для здоровья хорошая карта, для выздоровления, прям жизненной силы очень много. Могут быть какие-то повышения в плане там, финансов, в зарплате, ну, вроде бы суббота, но может быть у кого-то, может быть повышение в должности, как-то вы можете узнать, допустим, от руководства или еще от кого-то, что вас, допустим, повышают. В общем, какие-то такие вот моменты роста, моменты улучшения, они будут проявляться. И еще здесь очень важна инициатива, именно ваша, уважаемые стрельцы. Без вашей инициативы тут ничего не будет и как бы ничего не происходит, да, только по вашему побуждению, по вашему первому шагу. Следующая карта для козерогов. У вас туз трефовый выпадает, уважаемые козероги. Это карта какого-то нового абсолютно жизненного периода, жизненного цикла. Может быть, здесь вот как раз на новом месте вы обустраиваться можете, да. Может быть, у вас какой-то подарок очень крупный, большой, может быть, приглашение, может быть, предложение, сделка. У кого-то брак, может быть, вся жизнь меняется. У кого-то, может быть, ребенок, вся жизнь меняется. Новый человек приходит в семью, вся жизнь меняется. То есть какие-то очень-очень важные события у вас происходят. И здесь какие-то
изменения надолго. То есть вы как будто бы берете на себя новые обязательства, от которых уже потом нельзя будет отказаться. Допустим, как ребенок появляется в семье, да, его же уже потом никуда не денешь, хочешь, не хочешь, легко или трудно, ты все-таки остаешься там мамой или папой, да, и все делаешь, что для этого нужно. Вот примерно так разворачивается ситуация сегодня у вас, уважаемые козероги. Какое-то важное решение нужно будет принять. Может быть, с кем-то объединиться, может быть, кому-то сделать предложение, может подарок подарить, или вам кто-то, может быть, сделает подарок. В общем, какие-то отношения с обязательствами, причем это все новое, или, допустим, это те же самые отношения, но вы договариваетесь как-то по-новому жить, по-новому на новые обязательства какие-то соглашаетесь, да, вот друг с другом договариваетесь. Следующая карта для водолеев. У вас, уважаемые водолеи, туз червовый выпадает. А вот вам, наоборот, сегодня важно отдавать. Вот сегодня удача будет только для тех, тем улыбаться водолеям, кто вот готов поделиться чем угодно, да, своей радостью, улыбкой, деньгами, помощью, может быть, идеей какой-то, да, в общем, поддержка – это ваша сегодня. И чем больше вы сегодня тратите энергии, тем больше у вас ее приходит. То есть вы просто вот, допустим, отдаете 1 единицу, а получаете в 10 или 100 даже. То есть вот такой очень важный день. Кроме того, очень хороший день для любых начинаний, для начала осуществления любых замыслов. В общем, знаете, такой очень мощный толчок может получить любое дело сегодня начатое. Может быть, выплата какой-то большой суммы денег, или вам приходит большая сумма денег, либо вы, допустим, может быть, кредит гасите или еще что-то такое. Также здесь выигрыш какой-то может быть довольно-таки значительный, может быть в деньгах, а может быть в каких-то обстоятельствах, условиях, да, в отношениях какой-то выигрыш. В общем, здесь действительно ваш день. Сегодня не забывайте только, что вам нужно отдавать, а не брать. Если сегодня брать, то тогда, наоборот, могут быть потери. Вы можете пропустить что-то важное, что в вашу жизнь идет. Следующая карта для рыб. У вас, уважаемые рыбы, валет червовый. Вы самые счастливые, вы в своей стихии. Это карта любви, романтики, это карта доверительных отношений, верности и так далее, и так далее. То есть, знаете, когда мы просто кайфуем, да, от жизни, мы радуемся просто тому, что солнце встало, вот какой-то такой подъем может быть встреча, знакомство, новая любовь, может улучшение отношений. Вы можете, допустим, куда-то поехать с любимым человеком, да, какая-то поездка на отдых, очень хорошо проведете время. В общем, что-то очень важное такое в вашей жизни происходит, связанное с чувствами, с любовью, новый роман, новая любовь или те же самые отношения, но чувства вспыхивают. Также, может быть, забота сегодня потребуется тем людям, которые далеко от вас, да, может быть, придется даже ехать куда-то, чтобы кому-то помочь. Также хорошая карта для того, чтобы понять, как к нам люди относятся. Вот какой-то момент проверки будет, какая-то ситуация, и мы увидим, как близкие нам люди реагируют, да, и поймем, как они к нам относятся на самом деле. Давайте посмотрим, чем закончится день. Шестерка червовая. Вот вечер у нас еще одна перемена, да, то есть мало того, что у нас карта дня общая, это карта большой перемены, так еще и шестерка червовая. Но если, допустим, десятка пиковая – это перемены уже в моменте, такие быстрые, то шестерка червовая, она как-то глобально нас меняет, разворачивает, да, то есть это больше в будущем перемены. Но в любом случае какие-то события, какие-то люди нам об этом говорят, да, что-то нам подсказывает наше будущее. Шестерка червовая – это вообще у нас карта надежды какой-то новой, карта предвидения. Или, может быть, знаете, какая-то идея, да, и вот мы точно понимаем, как нам ее осуществить. Какой-то новый поворот жизни, хорошие слова о нас, хорошая репутация, возможность улучшения, возможность исцеления.
просто удача какая-то, удачное стечение обстоятельств, и когда это нас прям удивляет даже очень. Вот такой вечер будет. Друзья, всем желаю замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч. Пишите, как у вас прошел день. Всего вам доброго. До свидания.